Мы идем сейчас, где ее щенки, туда. Вот наши щеночки. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас с вами долгожданный ролик о счастливчиках. Сразу хочу сказать, что все пристроенные за пару месяцев не поместятся в одном ролике, и продолжение будет. А пока начнем рассказ с Лики. Эта девчушка со своими 2 щенками приехала ко мне из Дагестана 2 года назад в сентябре. Каждый день их жизни висел на волоске. Жили в центре городка, гоняли, шпиняли, а мамочка каждый день уходила за пропитанием щенкам. И неизвестно было, вернется живой или нет. Была создана до меня там какая-то группа помощи, но помощи не оказали, только охали и что-то выясняли. Тогда подключилась я. Молча нашла перевозчика и забрала их в Москву. Щенки пристраивались около года, тоже было нелегко. А вот мамочка почти 2 года прожила на передержке здесь, в Москве. Передержка очень хвалила ее, и расставания были очень трогательными и душевными. Ведь они многое пережили вместе. Она жила дома, в самом доме, и играла вместе с детьми. Когда были перевязки и контроль за ней, они очень сдружились. Да, спасибо, молодец, молодец. Один выкусил то, что за лапку, поглажки дают. Теперь все. Куда ты лезешь? Дай лапку. Что случилось? Да, молодец. Это напоследок она тебе решила приятное сделать, лапку начать давай, дай? Ну а теперь Лика пристроена, живет в Европе. Ее ждала семья, готовилась, она полноценный член их семьи. Ее любят, и все у нее хорошо. 2 ее деток тоже живут в семьях в Европе. О них я вам рассказывала ранее. Сколько белых собак? Ой, сколько белых собак. Ой, бородатик. Теперь, друзья, несколько слов о Баффи. Осень 2022 года. ППЖ. Тогда там было все по-другому. И вольеры открытые, и было видно, кто сидит в них, кого отловили. И вот один вольер привлек внимание большим количеством белых красивых собак. Нет, они не были дружны между собой, периодически грызлись, и видеть это было страшно. Дружно и синхронно они только висли на решетках и так тоскливо смотрели на человека, а потом снова что-то выясняли, ругались. Тогда из этого вольера я забрала штук 8, и белых, и серых. Были же времена. Могла. Через месяц ППЖ закрылся на карантин. Много тогда уничтожили за закрытыми дверями ППЖ. Мороз, голод, отсутствие волонтеров и минимального контроля. Все было в помощь властителям жестокости и руководству ППЖ. Ну а выжили только те, кто был забран волонтерами до этого карантина. Вот такая предыстория белой, одной из забранных мной собачуль из этого вольера по имени Баффи. А привлекла она к себе внимание тем, что, находясь в такой тяжелой обстановке, пыталась все дать лапу то рабочему, то другому рабочему, хотя они не просили. Мне показалось, что она просит забрать ее отсюда любыми путями. «Только забери, день ото дня», она просила. Но дни проходили, и никто не забирал. В общем, через какое-то время я забирала оттуда уже нескольких. Итак, в Москве 2,5 года.
Быстро время пролетело. Она прожила у нас на передержке. И только сейчас, уехав на пристройство в Эстонию, нашли ей там семью. В течение месяца. Это ее семья. Они долго искали, и они нашли нашу Баффи. А грумер сделал свое дело и сделал из нее окончательно красотку. Все счастливы, а я-то как? Спасибо девочкам, что помогают находить семьи, что берут хоть по одной собаке на пристройство. Спасибо им большое. Теперь наша выстраданная Дашка. О ней не раз были ролики. Много лет лечили ее отит ушей, пока не нашли хорошего доктора. И вот отит в течение года вылечен. Напомню, судьба ее такова. После пожара барака осталась она одна на цепи у будки в Якутске. Хозяйке была не нужна. Сами пошли скитаться, искать крышу над головой после пожара. Тогда я передавала ей мешок корма, но даже его не смогли ей скормить. Сразу его украли. И продолжала она жить какое-то время на цепи. Изредка в день ее приходили, подкармливали, но это все было изредка, пока я не забрала ее в Москву. Но и у нас она прожила на передержке 5 лет. Вольерное содержание ей было нельзя из-за ушей. Начиналось обострение в холодное время года. Жить в квартире дорого, но все-таки пришлось, пока лечили уши, жить на платной квартирной передержке. Ну, а тут недавно подвернулась возможность пристроить ее в семью, несмотря на немолодой возраст. Уехала наша девочка и тоже в Европу. И вижу, что там ей намного лучше, даже бегает, повеселела. Видимо, нет шума мегаполиса, то, что ее всегда пугало и делало замкнутой. Будь счастлива, Дашка, и пусть твои уши никогда не болят. Отит – это страшная вещь, теперь-то я это точно знаю. Девчушка Нелли, о ней не было роликов. Забрала я ее из Нальчика в январе этого года. Рассказать о ней до руки не доходили. Ко мне обратилась девушка из Нальчика с просьбой, может, заберу такую красавицу. Пропадет ведь. Она ее забрала всего лишь на стерилизацию, чтобы потом, если быстро не пристроиться, выпустить на улицу. А она такая оказалась нежная, ручная, сама в машину лезла к человеку. Ты небольшая, красивая, мохнатенькая. Одни возгласы и эпитеты. Я решила, что такая не засидится у меня, пристроится. Так и получилось. Прожила у нас на передержке месяца 4 и уехала в семью. Живет в Швеции, в любви, в заботе. Все хорошо. Собака исключительная, без недостатков, обнимательная, ненавязчивая, скромная, лапки подает, лишь бы человек был рядом. Но и такие у нас не нужны. Будь счастлива, Нелечка, там, где тебя ценят, любят, где ты очень-очень желанна. Ну и про 2 сестер из Якутска. Рассказывала вам о них в ноябре
прошлого года прожили они в Якутске одинаковую горькую судьбинушку. Жили на одной улице недалеко от ППЖ, только в разных концах этой улицы. В одно время родили, в одно время потеряли своих щенков, красивых карапузов. Одни сгинули в ППЖ, другие от энтерита погибли. А вот судьба сжалилась только над мамками. Они выжили. Забрали мы их уже в морозы в конце года. Сначала одну сестру, а через пару недель и другую тоже. Правда, у одной из сестер оставался там друг, скромный кобелек, хороший. Тогда не удалось его забрать, кто-то из охранников не отдал. А теперь он мыкается один до прихода отлова. Так вот об этих сестрах. Насколько же они связаны друг с другом. Они все делают вместе, синхронно и сообща. Куда одна, туда и другая. Так хочется таких не разлучать, пристраивать вместе. Но даже в лучшие времена пристроить вместе почти не удавалось. А уж сейчас, когда и по одной-то сложно пристроить, то понимаю, что нереально. Но судьба и здесь пришла девчонкам на помощь. Все вот посадили, все нормально, большое место. Их двоих сразу согласилась взять, приютить Ольга из Удмуртии. Она вошла в их положение, сжалилась и пригласила двоих. Выходим, здороваемся. Спим, да, спим мы сегодня. Ой, как мы спим хорошо. Выходим. Пошли общаться, пошли. Пошлите фотографироваться. Ой, спать хочешь? Спать хочешь, да. Вчера трудный день был, да? Трудный был вчера день. Это кто тут столько ямок накопал? Это кто у нас тут столько ямок накопал? Какое же это счастье пристроить, не разлучая. Теперь у них есть свой домик из бруса, огороженный кирпичной стеной, и 30 соток для прогулок. Аж не дышу. Ольга, спасибо вам огромное. Спасибо, что все получилось, что мы обсуждали не один месяц. Я рада за девчонок, а вам с мужем желаю крепкого здоровья. Будьте счастливы. Друзья, вот о 6 сегодня получилось вам рассказать, о других постараюсь в этом месяце. Когда вы помогаете, то работа по спасению идет и даже кипит, не останавливаясь ни на день. Поверьте, нельзя думать, что если их спасли и привезли на мое кураторство, то это их счастье. Нет, я не люблю приюты, это тюрьма. Я не люблю скопища собак, где большие передержки. Там нет радости и покоя. Собаки должны жить в семьях. Только тогда можно выдохнуть и назвать спасение завершенным. Но для этого надо трудиться в поте лица, быть знакомой примерно со всем миром, стучаться во все двери, уметь договариваться, много терпения и немало денег уходит на это все. А все это содержание и ожидание долгих месяцев, пока куратор найдет выход для каждой из собак. Но человеческий фактор тоже никто не отменял. И здесь тоже существует немало препонов. Пока вы с нами, мы стараемся. Без помощи вашей им не выжить. Помогайте, друзья.